В эфире «Итоги дня». В студии работает Анастасия Кобызева. И вот о чем пойдет речь сегодня. Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы на 2 месяца. Какое наказание грозит хулиганам? Жители 7 корпусов домов на улице Можайского, 13/3Г продолжают замерзать в своих домах. Отопление им включили, но, как оказалось, всего на пару дней. В чем причина проблемы? Дождались тепла, но капитальный ремонт так и не закончился, чем недовольны жители дома по адресу Южно-Якутская, 32, города Нерюнгри. 100, 80 и 50 тысяч рублей отныне спортсмены Мирнинского района будут получать денежные вознаграждения. Увлекательный рассказ для детей о путешествиях микробов по организму человека. День чистых ладошек отметили учащиеся школы номер 2 города Ленска. 5-й республиканский патриотический слет юнармии стартовал в Якутске. Какие нормативы будут сдавать бойцы? Суд арестовал футболистов Кокорина и Мамаева на 2 месяца за 2 драки в Москве. Защита обвиняемых заявила, что собирается подавать апелляцию. Напомню, что оба спортсмена обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве. Им может грозить до 7 лет лишения свободы. Поводом для ареста форварда питерского «Зенита» и полузащитника Краснодара стали 2 драки с их участием, произошедшие 8 октября. В одной из них пострадал водитель Виталий Соловчук, в другой – чиновник Минпромторга Денис Пак и один из разработчиков президентского проекта «Кортеж» Сергей Гайсин. Таким образом, до 8 декабря суд арестовал брата Александра Кокорина Кирилла. Еще 2 участникам драк предложили явиться в полицию для допроса. Самолет авиакомпании Nordwine Airlines, следовавший из Москвы в Якутск, вынужденно сел в Сургуте из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает РИА со ссылкой на сайт воздушной гавани. Инцидент произошел сегодня. На борту находились 110 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным аэропорта, на месте стоянки воздушного судна борт ожидала бригада скорой медицинской помощи с необходимым оборудованием. Пассажиру была оказана первая медицинская помощь. Врачи приняли решение о его госпитализации. Борт авиакомпании Nordwind Airlines готовится к вылету. Тем временем в столицу республики прибыли специалисты Межгосударственного авиационного комитета, чтобы расследовать недавний инцидент в аэропорту Якутска. Его классифицировали как авиационное происшествие без человеческих жертв. По окончанию расследования сделают соответствующие выводы о причинах происшествия. Напомню, в ночь на среду 10 октября самолет «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Улан-Удэ-Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто серьезно не пострадал. Ранее авиакомпания сообщила, что борт, с которым произошел авиаинцидент, изготовлен 24 ноября 2012 года. Его плановое техническое обследование провели за день до вылета 9 октября в аэропорту Якутска. Между тем, генеральным директором авиакомпании «Якутия» утвержден Владимир Горбунов. Известно, что он окончил Омское летно-техническое училище гражданской авиации, затем Московский институт инженеров гражданской авиации. Свою карьеру начинал авиатехником в Якутии, в Нюрнбергском объединенном авиаотряде аэрофлота, где руководил сменой из 10 специалистов. В 2016 году возглавлял компанию Nordwind. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона. К другим темам. 2 пациента, которых госпитализировали 8 октября в понедельник в Нюрнбергскую центральную больницу с предположительным диагнозом отравления, в данное время находятся на лечении в реанимационном отделении. Диагноз ботулизм пока не опровергли, так как результаты анализов еще не готовы и будут известны в течение 2 недель. Второй день у пациентов наблюдается сильнейшее нарушение функций почек, острая почечная недостаточность. Проводятся сеансы гемодиализа, то есть очищение крови на аппаратах искусственной почки. Дело в том, что этиленгликоль, он при распаде превращается в гликолевую кислоту и в щавелевую кислоту, которая является сильнейшим ядом. Они вызывают повреждение канальцев почечных и мелких капилляров.
Поэтому очень сильно страдают у них почки. Ну, сейчас состояние их расценивается как стабильно тяжелое, без отрицательной динамики. Жители 7 корпусов домов на улице Можайского, 13/3Г продолжают замерзать в своих домах. Отопление им включили, но, как оказалось, всего на пару дней. Вот уже около недели греть квартиры приходится духовками и обогревателями. В проблеме разбирался наш корреспондент Александр Зубехин. У нас дома нет отопления, очень холодно, невозможно, в шапках ходим, в зонтиках. Холодрыга, если что-нибудь приготовить, что уже вроде бы теплее становится, духовку приходится включать, но энергии опять надо платить. Вы же знаете, что пенсионерам и инвалидам что там это платят-то. Куда ушли деньги, оплаченные за отопление, люди не знают. Данный факт будут выяснять правоохранительные органы. Ведь заявление в прокуратуру жильцы домов уже написали. Владельцам квадратов ясно одно – с управляющей компанией «Вера» им больше не по пути. Жители 7 проблемных корпусов на Можайского 13/3Г единогласно приняли решение отказаться от услуг управляющей компании «Вера» для того, чтобы напрямую оплачивать за теплоноситель в Энергосбыт. Все согласны уйти от управляющей компании? Да. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Запротоколируйте. Все ушли от управляющей компании «Вера». Люди в отчаянии и готовы платить за отопление своего жилья по повышенным ставкам. Мы, жильцы, вот все наши корпуса, мы согласны уже платить как за нежилое, лишь бы только нам поступило тепло, потому что наши дети, старшее наше поколение мерзнет. Управа Гагаринского округа провела переговоры с Энергосбытом. Решено, жильцы могут заключать договоры на поставку тепла в квартиры напрямую с энергетиками и оплачивать платежи в кассу Энергосбыта. Их условия Энергосбыта – это чтобы все 100% собственников подали на прямые платежи, то есть со всеми свидетельствами. Однако есть существенная проблема. Многие жильцы по разным причинам не оформили свои квартиры в собственность и не имеют соответствующих подтверждающих документов. Люди собрали 150 пакетов документов, которые включают в себя договор долевого участия, заявление согласия о прямых платежах в кассу Энергосбыта, не через управляющую компанию, напрямую в кассу Энергосбыта. И у 25 только есть свидетельство права собственности. И такого количества собственников недостаточно, чтобы у Энергосбыта были законные основания для заключения договоров. На данном этапе мы заключить договора напрямую мы не можем, законодательство не позволяет. Тепло будет запущено только после того, как данные собственники выберут либо управляющую компанию, которая будет представлять их интересы, либо соберут все документы для заключения договоров напрямую. Но это должно быть большинство жителей. А в рамках дела о банкротстве управляющей компании «Вера» конкурсный управляющий проведет сверку платежей. Выяснится, кто и как уплачивал платежи за отопление. Должникам за тепло платить все равно придется. Ответственность по оплате ранее потребленных энергоресурсов ни с потребителей, ни с управляющей компании не снимается. Все, что люди заплатили в управляющую компанию, но мы не получили эти деньги, будут взыскиваться с управляющей компании. Если люди же и не платили и в управляющую компанию, то, естественно, эта задолженность будет взыскиваться именно с них. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Евгений Новгородов, Якутск. А вот жители дома по адресу Южно-Якутская, 32, города Нерюнгри наконец-то дождались тепла. Теперь жители и управляющая компания жалуются, что подрядчик не только сорвал все сроки сдачи, но и ремонт оказался некачественным. Подробности в сюжете наших нерюнгринских коллег. Нету, колоды нету, вот, она горячая. Самое полезное, вот нету. В квартире у бабушки Марии уже 5-й день идет только горячая вода. Пить нечего и не помыться. А в 27-м вообще никакой воды. Водопроводные трубы срезаны и неделю уже ничего не делают. Девушка еле сдерживает слезы, уже молит управляющую компанию что-нибудь сделать. Но причина такого безобразия не в управляющей компании. Причем тут телевидение, шоу это устроено? Какое шоу? Люди жалуются в прокуратуру, в фонд, везде. Вы что хотите, скандал на всю республику получить? А я-то тут при чем, что воды... Вы бригадир, я так понимаю, этого предприятия. Так вот, придите, проверьте своих рабочих, которые пришли, по-моему, тут лыка не вяжут.
Не, ну... Вы видели своих рабочих сегодня? Горячая есть, действительно. Когда вы планируете вообще закончить капитальный ремонт уже? Ну, вот вы нам не дадите закончить, то зрители не дают, то вы вот нас шоу делаете, вот это телевидение, еще что-то. Нашли какую-то причину. 5 месяцев. Кто вам не дает работать? 5 месяцев. Что случилось? Как было? Они 2 дня вообще на работу не вышли. Подрядчик обещал еще осенью, что до наступления морозов все работы закончатся. Действительно, работы с горем пополам, но идут. Но качество оставляет желать лучшего. В этой квартире жильцы сделали дорогой ремонт 2 года назад. Теперь, по всей видимости, придется делать ремонт заново. Там вот это самое, не подлезешь туда, ни даже покрасить и то. И то. Ну какое качество там это самое? Это ж муфты должны стоять. Ничего нету у них. И жильцы, и управляющая компания удивляются, как вообще так можно проводить ремонт и сваривать трубы. Трубы все косые. Директор управляющей компании утверждает, что у сварщиков даже документов нету. К тому же приходят в нетрезвом состоянии. Почему работники, я говорю, вы объясните Николаю Григорьевичу, почему работники приходят без электроинструмента работать? Они до 5 часов просидели, с 5 часов только они начали работать. Но они вон пьяные ходят, они уже день только начался, он уже идет пьяный. Жильцы уже начали жаловаться везде. Даже в прокуратуру написали заявление. Скоро зима, а закончится капитальный ремонт или нет, неизвестно. Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сейчас короткая реклама, после чего обсудим следующие события. 100, 80 и 50 тысяч рублей отныне спортсмены Мирнинского района будут получать денежные вознаграждения. Увлекательный рассказ для детей о путешествиях микробов по организму человека. День чистых ладошек отметили учащиеся школы номер 2 города Ленска. 5-й республиканский патриотический слет юнармии стартовал в Якутске. Какие нормативы будут сдавать бойцы? Мы продолжаем выпуск. Руководитель Якутии в Москве провел ряд деловых встреч. Одна из них прошла в Российской академии наук, где Айсен Николаев встретился с президентом РАН Александром Сергеевым. Они обсудили вопросы содействия финансирования 2-го и 3-го этапов программы комплексной научной экспедиции и проведения выездного совещания по теме создания Всемирного центра мамонта в Якутии в декабре этого года. Кроме того, речь шла и о проведении совместного интеграционного проекта «Марсианская деревня». Создание центра сертификации технологий для работы в условиях сверхнизких климатических температур. В Доме правительства озвучили результаты исполнения программы формирования комфортной городской среды. Заседание провели в режиме видеоконференции с участием глав муниципальных образований. Так, на сегодняшний день из 57 проектов выполнено 35. Также обсудили ход работы и устранение выявленных недостатков. Результаты круглого стола нам прокомментировал министр ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Садовников. Сегодня у нас прошел отчет всех муниципальных образований, которых мы выслушали. Они, конечно, оставляют желать лучшего. Это части размещения информации в ГИС ЖКХ, которые требуются в рамках реализации программы. И, конечно же, освоение финансовых средств, которые выделены у нас в федеральном фонде. Отметили то, что те товарищи, которые будут игнорировать или проваливать эту работу, конечно же, будут по итогам этого совещания доведены в виде информации главе региона. В частности, тех, которые провалят, мы будем вплоть до того, чтобы отозвали, как говорится, с должностей в связи с утратой доверия. В Якутске состоялось заседание общественной комиссии по отбору кандидатов на получение стипендии «Знанием победишь». Отбор прошли 9 кандидатов, в их числе традиционно школьники и педагоги, добившиеся больших успехов в науке. Далее список кандидатов направят на утверждение основателю стипендии, первому президенту Якутии Михаилу Николаеву. Особенность этого года в том, что в список внесли кандидатов из других регионов России и даже из-за рубежа. Такое решение связано с проведением в республике первых международных интеллектуальных игр. Отмечу, что стипендия основана в 2000 году. Она традиционно вручается в день рождения Михаила Николаева 13 ноября. За 17 лет ее получили 39 школьников и 51 педагог. Мы рассмотрели кандидатуры
из числа детей, так, достаточно широкая география представлена. Это дети из разных улусов, так, из сельских, из городских школ. Представлены кандидатуры учителей, тоже по разным направлениям. Это и технология, и физика, и математика, и химия. Да? Тоже представим сегодня. Комиссия очень активно работала, рассмотрели конкретно по критериям достижений детей, учителей, а также именно вклад и помощь всероссийских и международных экспертов и непосредственно кто преподаватель, кто непосредственно работает с нашими одаренными талантливыми детьми. Также сегодня руководство республики решало проблемы здравоохранения. Традиционное заседание Постоянного комитета Ил-Тумен по здравоохранению, соцзащите, труду и занятости прошло в стенах одной из столичных больниц. Подробности в сюжете Ланы Ильиной. Болезни сердца бьют рекорды по смертности во всем мире. Виной тому как стрессы, так и неправильный образ жизни. В Центре экстренной медицинской помощи больницы номер 2 состоялось выездное заседание Постоянного комитета Ил-Тумен по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости. Сегодня народные избранники решали вопрос оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Приоритет мы именно комитета придали этому вопросу. И сегодня мы обсудим вопрос именно уровня оказания помощи, есть ли проблемы. И, конечно, хотелось бы услышать план перспективы строительства кардиологического диспансера в второй очереди. Как работает нейрореанимация, отделение с больными с острым нарушением мозгового кровообращения, кардиореанимация и как доставляют сюда пациентов, со всей этой системой познакомились на деле депутаты и члены правительства республики. Статистические данные нашего регионального сосудистого центра намного лучше, чем в среднем по Российской Федерации, намного лучше, чем в Дальнем Востоке, в нашем округе. То есть мы находимся во главе угла оказания экстренной специализированной медицинской помощи, и наши пациенты получают достаточный полный объем экстренной медицинской помощи. Заседание вынесло решение рассмотреть вопрос о строительстве кардиологического центра второй очереди. Министерству здравоохранения дали задание максимально охватить население диспансеризации, совершенствовать систему маршрутизации кардиологических и сосудистых больных. Постоянному комитету уже предложили провести круглый стол по актуальным вопросам здравоохранения. Лана Ильина, Григорий Хлопков, Якутск. В продолжении темы здравоохранения сегодня отмечают Всемирный день борьбы с артритом. По данным медиков, почти каждый 10-й житель планеты страдает заболеванием сустава. Воспалительные процессы занимают 3-е место, уступая лишь болезням кровообращения и дыхательной системы. По статистике, в Якутии каждый год диагноз артрит врачи ставят более чем 3000 пациентам. Большая половина из них – молодые женщины в возрасте от 30 лет. Для лечения подобных недугов сегодня медики используют современные методы – это генно-инженерные биологические препараты, но для их приобретения не хватает финансирования. Еще один довольно значимый вопрос заключается в достаточном наличии специалистов, особенно в районных больницах. Я хочу акцентировать внимание людей на то, что будет беспокоить боли и припухлость в области суставов, кистей. Это лучезавязные суставы, пястно-фаланговые суставы и проксимальные межфаланговые суставы. Это вот средние суставы пальцев кистей. Когда с обеих сторон, в обеих кистях появляется припухлость, ограничение движений, болезненные ощущения, то человек, мне кажется, прямо обязан бежать к врачу-терапевту, дальше к ревматологу или сразу к ревматологу. Но самое главное не потерять время, когда врач может на самом деле хорошо помочь. В этом году в Мирном открылся Центр социального предпринимательства. Идеей районной администрации было набрать группу предпринимателей, которые оказывают социально направленные услуги для людей разных возрастных групп, а также поддержать их, создав щадящие условия для ведения бизнеса. Подробности в сюжете Марферины Алексеевой. В этом году в городе Мирном открыли первый в Якутии Центр социального предпринимательства. Проект являлся пробным. На данный момент оправдал все ожидания, воплотив идею.
Администрации района предпринимателям были предложены помещения с арендной платой 767 рублей за квадратный метр, тогда как в среднем по городу аренда помещений составляет 2000 за квадратный метр. Замечательно, что здесь арендная плата намного ниже, чем в основном по городу Мирный. Удобно не только нам, но и людям. У меня есть девушки, которые приходят ко мне и занимаются со скидкой 70%, то есть 1000 рублей для них абонемент. Это многодетные мамочки, которых я очень люблю. Центр предпринимательства расположен в самом центре города, что очень удобно для горожан. В нем предлагают такие услуги, как бюро юридической помощи, студии танца и фитнеса, салон красоты, клуб путешественников, студия досуга и творчества, уроки ментальной арифметики. Мы нынче переехали на другое помещение. 2 года мы снимали квартиру. У нас была двухкомнатная квартира, также была одна большая комната и одна маленькая комната. И, конечно же, работать в центре – это намного престижнее, чем снимать квартиру. Подъезды, сами знаете, какие у нас страшные. Дети заходят в страшные подъезды, видят это какой-то ужас. А тут все чистенько, красиво. И, конечно же, помещение у нас намного больше. Все клубы, кружки и студии востребованы. Все предприниматели проходили конкурсный отбор. Оказывается, не одна студия, оказывается, тут очень много направлений и для детей, и для взрослых. И вот уже хожу, приглядываюсь, куда еще можно будет чем-то заняться, чем-то увлечься. Центр вместил в себя 12 предпринимателей самых разных направлений, от ментальной арифметики для самых маленьких до восточных танцев для пожилых. Преимущество центра не только для предпринимателей города, но и для населения, так как действуют скидки по социальным картам Мирнинского района. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. В Алдане прошел день открытых дверей для воспитанников детского сада «Василек». Сотрудники МЧС для них провели экскурсию в музей. Им показали экспозиции детских работ и рисунков участников конкурсов среди школ на пожарную тематику. Экспонаты пожарно-технического вооружения, дыхательные аппараты, средства связи, которые использовались в начале 20 века, ручные пожарные лестницы деревянного исполнения, пожарную мотопомпу. Посетив пожарное депо, ребята смогли посмотреть и новый спецавтомобиль, который поступил на вооружение в августе месяце текущего года. А в заключении им напомнили о номерах службы спасения, рассказали о пожарах по вине детской шалости. А детям Ленска рассказали о важности мытья рук. Акция получила довольно необычное, но отражающее всю ее суть название «День чистых ладошек». Лекцию о правилах личной гигиены вместе с ребятами прослушала Анна Кожевникова. Грязные руки – рассадник заразы. Такую и подобные фразы каждый человек слышит с детства от взрослых. О соблюдении правил личной гигиены детям рассказывают все – родители, воспитатели, педагоги. Ученикам школы номер 2 о вреде грязных ладошек поведала сотрудник Роспотребнадзора. 15 октября Всемирная организация здравоохранения отмечает День чистых рук. И в связи с этим территориальный отдел Роспотребнадзора в Ленском районе проводит акцию «Чистые ручки». Во всех учебных учреждениях Ленского района, дошкольного и общешкольного образования проводятся лекции, читаются классные часы и минутки здоровья. Интересный и полезный урок в игровой форме. Подробно приближенный для детей рассказ о путешествиях микробов по организму человека оставил не только положительные впечатления у детей, но и отложил в памяти необходимые знания. Нужно мыть руки каждый день после еды и перед едой. Мою перед едой руки, чищу перед сном зубы, утром чищу зубы. Мою руки, когда прихожу домой, убираю, сделаю уроки, потом опять помою руки, пойду погуляю, потом приду, помоюсь и все. Такие выходы в образовательные учреждения Ленска сотрудники Роспотребнадзора организуют с регулярной периодичностью. Ведь профилактика всегда лучше, чем устранение последствий. В осенний период, когда в соцобъектах разгуливают вирусы ОРВИ и гриппа, такие мероприятия особенно полезны. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К новостям спорта. Отныне спортсмены Мирнинского района помимо титулованных званий и кубков будут получать денежные вознаграждения. 9 октября глава района Ришат Юзмухаметов подписал такое постановление. Так, для призеров и победителей мира и Европы предусматривается 100 тысяч рублей. Дальнего Востока и России – 80 тысяч. Для победителей и призеров республиканского уровня – 50 тысяч рублей.
чтобы стимулировать занятиями здоровой жизнью, занятиями физической культурой, спортом населения Миринского района. У нас до этого, в принципе, как бы эти нормативы были, но они не были утверждены нормативным документом, который сегодня требование времени, как говорится. Поэтому у нас также выплачивались эти премии. Сегодня это, ну как сказать, узаконено. В продолжение спортивной темы республиканский турнир по северному многоборью стартовал в Якутске. Сегодня состоялось торжественное открытие в спорткомплексе «Мадун». Турнир посвящен памяти Александра Иванова, награжденного Орденом Мужества и героически погибшего в Чеченской Республике. Главный судья соревнований принял рапорт командующего парадом. Далее традиционно вынесли флаг и прозвучал гимн. А после ветеранов и отличников физической культуры и спорта наградили медалями за их труд и успехи. На сегодняшний день сейчас присутствует чемпион России двукратный Алексей Сазонов из Черепчинского улуса. Представляет сам Сернеколымского района. Он сейчас действующий чемпион. И пока по первому виду он пока лидирует. Также надеемся на по сумме многоборья тоже его увидеть на первом пьедестале. Более 380 участников, спортсмены, тренеры, представители команд из 51 региона страны прибыли в Якутск на чемпионат России по боксу. Ожидают прибытия спортсменов из Приволжья, Владимирской области и судей. Кстати говоря, о судейской коллегии в состав вошли 42 человека. И сегодня на пресс-конференции главный рефери турнира Роман Малаев подчеркнул, что на чемпионате задействованы лучшие судьи. Сегодня спортсмены пройдут медкомиссию, взвешивание и жеребьевку. Завтра с 12 часов начнутся предварительные бои. Торжественное открытие чемпионата начнется в 17 часов. Наш канал покажет все бои в прямом эфире. Очень приятно быть на этой земле. В 2007 году здесь проходил чемпионат России по боксу тоже среди мужчин. И в прошлом году у Федерации бокса России впервые был организован конкурс на право проведения чемпионата России среди мужчин на территории Российской Федерации. Заявок было достаточно много, но самой сильной и убедительной заявкой была именно заявка от Республики Саха-Якутия. И как мы видим уже вчера и сегодня, я думаю, и все дни чемпионата проведения, эта заявка на самом деле очень успешная. К другим темам собирать необычный конструктор учат в Айхальском центре дополнительного образования. Какие успехи у ребят в этом новом для них деле, узнавала Оксана Мезенцева. Айхальские мальчишки собирают деревянный конструктор, аккуратно устанавливают каждый кубик, сверяются с инструкцией. Игрушка непростая, конструктор Кубора только набирает популярность в России. 30 кубиков, каждый 5 на 5 сантиметров, с внутренними и наружными желобами. Задача ребенка – построить максимально длинный и сложный лабиринт для шарика, затем запустить шарик по этому лабиринту. Детям интересно, им нравится этим заниматься. В нашей стране это, можно сказать, новое направление. Оно появилось буквально 2 года назад. А вообще конструктор Кубора по всему миру известен с 1986 года. Объединение Кубора открыли в Айхальском центре дополнительного образования только в этом году. 3 группы по 12 человек набрали быстро. Сегодня для работы объединения закуплено 9 комплектов конструктора. Есть и настольные игры на базе Кубора. Занимаются ребята по 2 часа в неделю. Прикольно, вот строим всякие там максимально сложные лабиринты. Мне очень нравится собирать их, потому что чтобы шарик пролетал, механизмы всякие. Работа на занятиях в первые месяцы обучения в основном будет коллективной. Лабиринты собирают поэтапно в помощь воспитанникам центра не только педагог. На большом экране наглядно видно, как и куда поставить кубики. Конструктор составной, у ребят есть возможность собирать длинные лабиринты. Это идет на развитие мелкой моторики рук, крупной моторики, творческого мышления, логических способностей, то есть всесторонне развивающее. Воспитанники объединения – это мальчики и девочки в возрасте от 6 до 11 лет. Желающие продолжат обучение и в следующем году. В центр закупят и другие виды конструкторов Кубора, более сложные модификации. Педагог объединения Станислав Богинский о конструкторе знает все. Специально прошел обучение перед началом учебного года. Мне больше всего нравятся кубики. Они такие классные, их можно поворачивать куда захочешь. Очень весело, когда шарик куда-то быстренько торопится. И
Иногда он перескакивает на другие дорожки. Когда ты этого не знал, что это он сделает, но это очень прикольно. Сегодня во многих странах мира занятия с конструктором Кубора включены в основную программу обучения детей. Среди любителей конструктора проводятся соревнования. Участие в состязаниях в будущем обязательно примут и айхальские ребята. Многие уже в первый месяц обучения показывают неплохие результаты в сборке конструктора. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Свою работу начал 5-й республиканский патриотический слет юнармии. Мероприятие проходит на базе Якутской кадетской школы-интернат. В этом году оно посвящено году добровольца и 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Готовы ли молодые бойцы сдать нормативы на право владения беретом юнармии в сюжете Дмитрия Тымырова? В этом году соревнования будут проходить по двум направлениям – юнармия и школа волонтера-спасателя. Для каждого направления будут проводиться свои соревнования. Также будут проводиться мастер-классы представителей МВД, МЧС и Росгвардии. Юбилейный слет собрал более 80 участников 17 районов Якутии. Это представители военно-патриотических клубов и общественных движений. Мы из города Алдана. Второй год, получается, мы уже ездим сюда. Но мы в движении юнармия постоянно участвуем. Я вступил в юнармию, потому что нас заинтересовала военно-патриотическая деятельность. После этого я вообще еще поступил в казачье общество. Почетным гостем слета стала спортсменка Елена Слесаренко, российская прыгунья в высоту, заслуженный мастер спорта страны, олимпийская чемпионка 2004 года, двукратная чемпионка мира по прыжкам в помещении. Мне безумно приятно оказаться сегодня здесь, на торжественной церемонии открытия 5-го республиканского патриотического юнармейского форума, поприветствовать ребят. Очень здорово, что ребята практически со всей республики собрались здесь, вот в кадетской школе, и я уверена, что они зарядятся тем мужеством, той подготовкой, которую проходят здесь ребята, и тоже захотят учиться. Как отметила гостья мероприятия, сегодня в движении юнармия состоят около 300 тысяч ребят по всей стране. И с каждым годом это число только растет. Основными задачами, конечно же, это воспитание в наших детях, в наших молодом поколении патриотизма, любви к родине, любви к своему краю. Конечно же, раскрытие их талантов, компетенций, дать им равные возможности для самореализации. Организаторы слета подготовили в этом году весьма насыщенную программу мероприятий. Безусловно, слет – это не только соревнования для ребят, где они показывают, кто лучше. Здесь еще будет и защита на краповый берет. Здесь будут встречи с ветеранами из разных боевых действий. Кроме этого, будет семинар для руководителей патриотических клубов, где мы будем давать единую канву работы в рамках движения «Юнармия». Сразу после торжественного открытия начались первые соревнования по стрельбе, оказанию первой помощи и строевой подготовке. Ну а итоговым испытанием станет экзамен на право ношения малинового берета юнармии. Дмитрий Тымыров, Евгений Новгородов, Якутск. Таковы итоги дня. Еще больше информации вы сможете найти на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Мы продолжаем следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.